крайніх і широких інтересів. А чим свідчить эта встреча с просторными, учеными, сябрами письменниками, своими читачами? Особливо важливо себе Якуба и писал здесь дня охотно, заталось. Голос ніколи не стоял у боку от життя. И он жил турботами своего народа, интересами своей державы. Як старейшему депутату, активному громадському діячу, йому доручалося починати чергової сесії Верховного Совета і іншої відказної народної форми. У свята непорушної дружби польського і білоруського народу виявилося святкування століття дня народження Адама Міцкевича. Урочистий вечір відкрив Якуб Колос. Слухайте его голос. Один из гениальнейших славянских поэтов. А охоту с Авдеем Аркадьевичем своего шевели Адам Мицкевич по справедливости занимая одно из первых мест среди поэтов великих. Адам Мицкевич наш добрый подорожник военчастный. Як славным народом живем по своей родине, народной волей Польши, славным делом молодости и уже долгие веки подорожить наступным поколениям. Горяча і щиро віншувала громадська Білорусі Якуба Колоса у день його 70-ліття. Усхваляваны и задушевно отказывал юбиляр на смотрите привитания его. Громадская и творчая правда Якуба Колоса была означена 5 орденами Ленина. А працаваў ён нястомна. Кожную вольную хвіліну ад других справ яго можна было бачыць схіленым над рукапісам. І адпачынак песняра быў таксама творчым. Ён шчыра любіў прыроду. Прычым гэта была не любоў эстэта, якому падабаецца прыгожы пейзаж ці якая-небудзь з'ява прыроды, успамінае Міхась Лынькоў. Коласаўская любоў да зямлі і да прыроды мела глыбокія сялянскія карэнні. Ён глядзеў на прыродныя з'явы не толькі як мастак, але і вокам селяніна, які бачыць у зямлі перш за ўсё сродак існавання. Таким мы помним Колоса. Дорогие друзья, сейчас огромной радостью я бы хотел пригласить наших гостей, которые исполнят для нас женские сезонные белорусские народные песни. Кукареку, петушок, кукареку, Чернобыль, моя быль зеленая. Завалился зелен дуб через реку, Чернобыль, моя быль зеленая. Эх, кто живет и ходит в переходе, Чернобыль, моя быль зеленая. Эх, кто же до кого переводит, Чернобыль, моя быль зеленая. Переходит туди, дивитешка, Чернобыль, моя быль зеленая. Переводит туди, дитанечку, Чернобыль, моя быль зеленая. Ходи, ходи, дитанечка, не шатай,
ясенник, ой, лёле, дубник ясенник, не к тебе пришли девки красные, ой, лёле, девки красные, не тебе принесли пироги мягкие, ой, лёле, пироги мягкие, не тебе принесли яичню теплую, ой, лёле, яичню теплую, не тебе принесли горелку горькую, ой, лёле, горелку горькую, горелку горькую, скрепку звонкую, ой, лёле, скрепку звонкую, а ты радуйся, белая белёзонька, ой, лёле, белая белёзонька, к тебе пришли девки красные, ой, лёле, девки красные, а тебе принесли пироги мягкие, ой, лёле, пироги мягкие, а тебе принесли яичню теплую, ой, лёле, яичню теплую, а тебе принесли горелку горькую, ой, лёле, горелку горькую, горелку горькую, скрепку звонкую, ой, лёле, скрепку звонкую, дух да троица девкам збориша, ой, лёле, девкам збориша, а святая для девкам разборы, ой, лёле, девкам разбор. Для вас выступала Анна Разина и Мария Однодворцева. С огромной радостью хочу вам сказать, что среди нас также сегодня присутствуют студенты, которые изучают персидский язык, и они нам сейчас почитают Амара Хайяма на персидском и на русском языках. Прошу. Салам, ман Катяхастан, заборный фарсира, бакалас ядмигера, ва михам ташакокуна, ас сепарат Иран, ва Абрай Сефир, ва хам ас музея Куколас. Здравствуйте, меня зовут Катя. Я изучаю персидский на курсах и хотела бы поблагодарить посольство Ирана, господина посла и также сотрудников музея за то, что нас сюда пригласили. Вам хам ек шере хаям бехонам. Ек чанд бе кудаки бе остат шодин. Ек чанд бе остадие ход шат шодин. Паяне сухан шено Хемара череси, асхак дар омадим, вабарбар шодим. К устаду старцу в детстве мы ходили, и мудрости потом глупцов учили. Что с нами стало? Вышли мы из праха, и тучи праха по ветру уплыли. Спасибо. Добрый день, здравствуйте. Я тоже студентка, изучающая персидский язык в университете, в Русском государственном университете. Сегодня мы собрались, чтобы послушать, изучить творчество персоязычного поэта Амара Хайяма, посмотреть, как его стихи наполнены мудростью жизни, посмотреть, как через свои тексты он получает людей, что материальный мир не важен, и что нужно прожить эту жизнь хорошо, любить
и оставить после себя память о своем добром имени. Позвольте сейчас зачитать вам на фарси, на русском языке некоторые строки из его произведений. Но хочу обратить ваше внимание, что, конечно, перевод в полной мере на русский язык и на любой другой не сможет передать стиль и чувства поэта. Поэтому, конечно же, приобщаться к литературному достоянию любой страны стоит на языке оригинала. Ан иха барон ке догма нисофтан, дер чарх беан во сокан хогофтан, агер чун негерштан, барасьоре джахон, авваль захни задан до ахар хофтан. Ин кафре ам аджаб мигозар, дер йобе адан ке дама тараф мигозар. Сакни, аме фардой харифон чехуги. Где теперь эти люди, мудрейшие нашей земли? Такой нити в основе творения они не нашли. Как они суесловили много о сущности Бога, весь свой век по родами трясли и бесследно ушли. Что жизни караван, он прочь уходит. Нам счастье удержать не в мочь, уходит. А нас ты не печалься, виночерпий, скорее наполни чашу, ночь уходит. من مثل همه در دوره زبان فارسی زبان فارسی را یاد میگیرم و من خیلی متشکرم از سفارت ایران و از آقای سفیر که این فرصت دارم. Здравствуйте, я тоже, как и Катя, изучаю персидский язык на курсах фарси от посольства Исламской Республики Иран. И я тоже хочу прочитать вам одно стихотворение Амара Хайяма. ای دوست بیا تا غم فردا نخوری این یک دم عمر را غنیمت شماری فردا که از این دیر فنا درگذریم به 7000 سلگان سر به سری. Друг, не тужи о том, чего уж нет. Нам светит дня сегодняшнего свет. Всем завтра предстоит нам путь безвестный, во след ушедшим за 7000 лет. Символично, что в личной библиотеке Якуба Колуса находилась одна очень интересная книга Алишера Наваи. Это поэт и мыслитель, который также писал на разных языках, в том числе и на персидском. Эта книга была привезена Якубом Колусом из Узбекистана во время войны, когда был он вместе с семьей в эвакуации с 41 по 43 год. И нужно сказать, что вполне вероятно, Якуб Колус не только знал имя Амара Хайяма, но и читал какие-то произведения из его творчества. И очень символично и, скорее всего, свидетельствует об этом в том, что в библиотеках и младшего, и старшего сына Якуба Колуса, Мицкевича Михаила Константиновича и Мицкевича Данила Константиновича находились книги Амара Хайяма в переводе на русский язык. Мне очень приятно пригласить для небольшого выступления внучку Якуба Колуса, которая присутствует сейчас с нами, Мицкевич Мария Михайловна. Мария Михайловна, прошу вас. Слово. Шановні гості, я рада вітати вас сьогодні у музеї Якуба Колоса, у цьому домі Колоса, де я колись народилася. І у нашому домі, у нашій сім'ї завжди шанувався Амар Хайям. Це свідчить і ті книги, які привез з далекого від Узбекистану мій батько Михайло Константинович, який любив цитувати нам, дітям, і навіть сам почав писати короткі вірші і епіграми, можливо, дякуючи Амару Хайяму. Ну і я вельми щаслива, що однойчі на мій день народження я отримала коштовний подарунок Амара Хайяма на двох мовах, на оригіналі і по-білоруську у перекладі нашого видатного поета Григора Бородуліна. І мені вельми хочеться, як Амар Хайям в этом доме Колоса, где все так наше белорусское, прозвучал на белорусской мове. Кто был старый и кто был молодый,
усіх з собою заберуть ходи. Земное царство в їм ніхто не вічний. Ми вийдемо, прийдуть інші сюди. Юнацтво книга пройдена без гора, і свіжість весних днів була учора, і птушки радості, й молодості м'я. Ті сяде знову хоч на плечо да кора. Як щоки тюльпану обмиє весна, пашани схилися над чаркой вина, зерни на траву и запомни сегодня, что с праху твоего завтра узыдет яна. День минул, зовут его на мир. Мир, який не надышал, ни век, не глядів ні в прошлость, ні в наступність, не марнуй життя. Живі тепер. Я буду сподіватися, що вийде і буде зроблено переклади моєго діда Якуба Колоса на персидську мову. Будемо чекати з нетерпінням, бо для нас це вельми важливо і для наших відносин поміж нашими народами, співпрацівництва і наших культурних зв'язків. Дякую. Мне бы также хотелось представить главного хранителя фонда литературного музея Якуба Колоса, а также правнучку белорусского классика, мою коллегу Василину Мицкевич Валерьевну. Прошу вас. Добрый день, уважаемые гости. Я рада бачить усіх вас у Державному літературному меморіальному музеї Якуба Колоса. У гэты святочны для ўсіх нас дзень. Бо сёння мы адзначаем дзень народзінаў не толькі выдатнага персідскага паэта Амара Хаяма, але яшчэ і святкуем міжнародны дзень музею. Мне вельмі прыемна, што традыцыі, якія былі закладзены ў доме Коласа, працягваюцца. Бо у гэтай зале, у якой мы зараз з вами знаходзімся, пры жыцці Якуба Коласа, народнага паэта Беларусі, заўсёды было людна. Заўсёды было шмат людзей, шмат гасцей, сярод якіх вядомыя беларускія паэты і пісьменнікі, выдатныя навукоўцы, дзяржаўныя і грамадскія дзеячы. Мне вельмі прыемна бачыць столькі шмат ганаровых гасцей у сценах нашага музея сёння. Мне б хацелася выказаць шчырыя словы падзякі пасольству Ісламскай Рэспублікі Іран у Рэспубліцы Беларусь і шановнаму гаспадару паслу за тое, што яны сталі ініцыятарам такога праекта, дзякуючы якому все наши супрацоўнікі яшчэ раз змаглі дакрануцца да творчасці выдатнага майстра слова Амара Хаяма. Мы также атрымалі магчымасць правесці некаторыя паралелі з жыццём і творчасцю класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа. Магу сказаць, што гэтых паралеляў і сапраўды вельмі шмат. Бо Якуб Колас і Амар Хаям яны не толькі непераўзыдзеныя майстры слова, не толькі паэты-сімвалы сваёй краіны, але яшчэ і выдатныя навукоўцы. Амар Хаям праявіў сябе і ў матэматыцы, і ў астраноміі, аб гэтым нам распавядаў шановны гаспадзін пасол. А Якуб Колас зрабіў вялікі ўнёсак у беларускую мову, у беларускую літаратуру. Доўгія гады з 1928 года да канца свайго жыцця ён быў віцэ-прэзідэнтам Акадэміі навук. Я думаю, што будзе справядліва сказаць, што і Колас, і Амар Хаям былі вядомымі грамадскімі і дзяржаўнымі дзеячамі, а яшчэ філосафамі, якія вельмі тонка адчувалі ахаляючы нас свет. У іх творчасці разглядаюцца такія праблемы, як чалавек і сусвет, жыццё і абмежаванасць чалавечага быцця на зямлі, праблемы праўды, справядлівасці, добра і зла. І мне вельмі хацелася працытаваць некалькі радкоў з Амара Хаяма і з Якуба Коласа. Об человеку и сусвете, о человеке и окружающем нас мире. Красивым быть не значит им родиться, ведь в красоте мы можем научиться, когда красив душою человек. Какая внешность может с ней сравниться? Амар Хаям. В чарах тишины и чарами согреты, утон один землей я пою, и кожный миг в себе я познаю, частинкой злитою великого сусвета. Якуб Колас. В житті чоловіка
выказывались и Омар Хайям, и Якуб Колос. Кто понял жизнь, тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает, как спит ребенок, молится старик, как дождь идет и как снежинка тает. Омар Хайям. Зародок светов неизлеченных, нерасчитанных, неоткненных, людски наш лёс, былинка поля, лопнет, значит, наша доля. Якуб Колос. Конечно, обоих поэтов занимали такие проблемы, как правда и справедливость. Лучше знать горькую правду, чем верить сладкую ложь. И можешь ударить меня правдой, но никогда не жалей меня ложью, писал Омар Хайям. Не одним только сердце людей искра правды горит, об її пісню пяє соловей, об її речка журчить, писал Якуб Колос. Ну и, конечно, ободва классики не могли не просвятить свои родки поэтичному слову, дякуючи якому их спадщина дошла и до нас. Перед лицом и друга, и врага ты, господин, не сказанного слова, а сказанного слова ты слуга, писал Омар Хайям. Якуб Колос так само просвятил родки. Слово радость, слово чары, в образ вечно юных весен, есть ты всюди, у сонце, у хмари, ти глядиш праз небо просінь. Лащиш слух мой, слово зяння, отуляешь сердце лаской, ночь и вечер, день, світання, обняло ти слово краска. Якуб Колос. Яхай слово Омара Хайяма и Якуба Колоса ураживает своей пригожостью и мудростью, зачаровывает все новые и новые поколения. Бо это классика, до якої повинні дотронуться кожен. Дякую вам за увагу. Я также, уважаемые друзья, также хотела предоставить слово Богушинской Ольге Петровне, которая также хотела сказать несколько слов, которая является художественным руководителем Минского городского театра поэзии Союза писателей Беларуси. Прошу вам. Господин посол, уважаемые гости, добрый день. Очень приятно, что сегодня Минское городское отделение Союза писателей в моем лице находится на таком чудесном празднике. Действительно, праздник двух замечательных людей, потому что наследники, поздравляю вас с Днем музея, и Омар Хайям. Столько лет со дня рождения. 973 года. Вы только вдумайтесь в эту цифру. И сколько лет живут эти стихи. Это не просто стихи. Это, я даже могу сказать, гимн добра. Потому что то, что произносит перевод этих стихов, я думаю, что это отражает с гордостью лицо вашей нации. Уважаемые, это вы, это ваше благородство, это ваше гостеприимство. Все, что произносится в стихах, все на вашем лице. Благодарим вас очень. И, конечно, вот в этом настоящем храме мы присутствуем, потому что это не просто концертный зал, это храм, очень гостеприимный для всех. И музей Якуба Колоса. Позвольте мне донести вам стихи. Как хочется сказать хорошие слова. Пусть снег идет, а с ним и обновление, что жизнь прекрасна и добра. Цени все эти милые мгновения. Ведь из таких мгновений наша жизнь. И если верим мы в такое чудо, душа поет, и сердце рвется ввысь, и не страшна злая вьюга. Не существует зависти и лжи, а лишь покой, тепло и вдохновение. Мы на земле для счастья и любви. Так пусть продлится этот миг свечения. Кто понял жизнь, тот больше не спешит. Смакует каждый миг и наблюдает, как спит ребенок. Молится старик, как дождь идет и как снежинки тают. В обыкновенное видит красоту.
запутанном простейшее решение. Он знает, как осуществить мечту. Он любит жизнь и верит в воскресенье. Он понял то, что счастье не в деньгах, и в их количество от горя не спасет. Но кто живет с синицей в руках, свою жар-птицу точно не найдет. Кто понял жизнь, тот понял суть вещей, что совершенней жизни только смерть. Что знать, не удивляясь, пострашней, чем что-нибудь не знать и не уметь. Золотые слова. Чтоб жизнь твоя в восторге расцвела, должна смеяться радостно душа. Ты как молитву это повторяй, скорбеть душе не позволяй. А если будут слезы и печаль, пусть поезд жизнь мчит все вдаль. Сумей увидеть радостный рассвет, и станет он спасением от бед. Жизнь многолика, важно нам ее принять в любых нарядах и понять, что ты этим нарядом краски дашь, и что за грош ее не отдашь. Наше трудное, тяжелое время для всех нас, для всего земного шара. Соблюдайте эти простейшие правила. Будьте добры друг к другу. Будьте внимательны друг к другу. С праздником!